операции был так. Мы вот поехали с Альбертом в аэропорт. Я уже миллион раз говорила о том, что я собираюсь сделать операцию по уменьшению желудка в Дагестане. Все-таки я решилась на этот шаг. До последнего я сомневалась, до последнего я думала, делать или не делать. Но все-таки я решилась на операцию. Весь процесс я буду снимать и рассказывать вообще, как это происходит, сколько стоит операция, во сколько вообще с анализами вместе обошлось и сколько дней реабилитации. Ну, короче, все подряд буду рассказывать и показывать. Так что следите за сторисами, кому интересно операция по уменьшению желудка. Üfü'нен Дагестанга бар прямой рейс каждые 2-3 дня вроде ходит. И стоимость билетов где-то на одного человека туда-обратно 14 тысяч выходит. 2,5 часа всего летите. Прикиньте, как тут. А обратно вообще 2 часа написано. Представляете, оказывается, не так уж далеко. Ладно, Альберт со мной прилетел, потому что я бы одна, на самом деле, доктор, не справилась. Для меня он вообще огромная поддержка. Махачкаланың аэропортына келіп еттік, достар. Махачкаланың аэропорты великий, знаешь, такой этот аэропорт. Біздің, оказывается, Үфінің аэропорты шикарнейший, достар. Вот это я поняла. Buraya mına bir terminal, mına ikinci terminal. Зато мен таксисттар, я ходай, келіп ебіштілер, бұнда елікі вақытта қағымақ. Бесті решіп тұралар, туда-сюда, поехали, куда едете, поехали, давай, со мной, типа, прямо қаңғырттылар бізді. Погода бұнда вообще нұқы, ямбор ева, достар, туман. Куптар, короче, келгендер турға, экскурсияға енді. И представляете ма, как они будут, не знаю, бахарлар. Короче, доктор, если сюда приедете, то лучше закажите такси Uber. А Яндекс есть, Альберт? И Яндекс, вот. Потому что, которые вот стоят возле аэропорта и говорят, о, поехали со мной, они подороже, 2 раза дороже берут. Поэтому лучше, как прилетели, сразу через приложение заказывайте. Dağlar dağlar, gülüle pedi şafak, yazva bir ümidin mübarek. Hardan vidin rikala, buna kunik bilgala, yaşamış rayma. Келіп еттік, мына ошы клиника лекарь. Кстати, көп блогерлар ошында иштеткендер экен. Здесь будем делать операцию. Кстати, менімен бірге көп подписчиктер келділер. Они даже не знали, что мен операция келем. Чисто случайно көріштік, достар. Милеша апай, отдыхать келген деді. Мен айтам, нет, отдыхать мен келмедім. Мен айтам, мен операция келдім. Ненде операция? Мен айтам, вот солай по уменьшению желудка деген фигурдар айталарында. Біз тоже келдік по уменьшению желудка дейді. Представляете ма? Қазір меня алып кетелер, неме істейін енді. Праздновать буду. Че будешь тут делать? В первую очередь поспать надо уже. Потом пойду гулять. А не мекей меня упиталмай, Дагестанда ушмейдер, ты, Альберт, это. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте. Вы откуда приехали? С Иркутска. С Иркутска? Ага. Как узнали-то? Можно присяду? Ну, как обычно люди-то узнают. Вы как узнали? Я у нас, короче, это в городе один блогер сделала, и я тоже решила. Ну вот, и не то, что там блогеры у нас, а просто девочки сделали. Ага. Сарафанное радио, да? Да, да, А цены в других регионах узнавали? конечно. Вот тут самые дешевые, да? Да. Да, кстати. Намного дешевле. Намного дешевле. Почему мы сюда приехали? У меня многие спрашивали, почему именно сюда, в Дагестан. Потому что, достар, в Москве я узнавала, в Самаре узнавала. В Самаре, оказывается, тоже делают. Потом еще в Уфе у нас тоже делают. Но самые нормальные цены оказались вот тут, в Дагестане. Что страшно вам сегодня будут делать? А вам что, тоже же сегодня? Да, сегодня. А что страшного-то? Не страшно. Как решились на операцию? Почему решились? Ну-ка, расскажите. Потому что уже я всю жизнь худею, Ага. сижу на диетах, и мне уже до такой степени надоело. Ага. Тоже, Я та вот, же самая история. Сколько лет? Диеты мы не любим. А уже после 40 лет вообще тяжело. Тяжело. Вот такая вот, смотрите, уютная, чистая, очень красивая палата. Тут 3 кровати стоят, шкафчик, здесь тоже шкафчик. И есть своя душевая, туалет. Прикиньте, своя ванная есть с душем. Это вообще очень круто.
Прям такая светленькая. И, кстати, вот это вот здание лекарь вообще огромное, просто-напросто огромное. Изжога. Ничего пока Болечки. нет. Не беспокоит ничего. Короче, уже Маргариту увозить будут, делаем. Ну, третья степень у нас. Нарушение лейкемии пишет, да, доктор? Уже сахара какие-то есть. Повышается. У меня вроде бы Уже неделю сахар как норме, а повысился. сейчас уже начал Короче, повышаться. многие, кто сюда Нет. приезжает, они приезжают из-за того, что у них начал повышаться сахар. Из-за того, что у них вес большой, сахар же повышается. Гомогенная перстенечная взвесь. Но эта взвесь, за ней надо следить. Хожу, да, вот тут вот смотрю, все такие пухленькие ходят. Так интересно. Только медперсонал худой, остальные больные все толстячки. Если вы приезжаете сюда на операцию, обязательно нужно привезти с собой чулки компрессионные первого класса или же бинты специальные. Обязательно операция Питер Алдан. Вот Маргариту сейчас готовят к операции, уже аяқтарын весь обматывают. Вот тут девчонки, да, вот сейчас в палате еще одна девчонка добавилась, и она не разрешает себя снимать, она тоже с Уфы, кстати. И знаете что, она еще сразу же поджелудочные удалят камни, оказывается, так можно, представляете, вот будут делать резекцию желудка и сразу же удалят камни. Подожди, я же тут без трусов сейчас. Ну я не буду же вас снимать, я себя снимаю. Они посмотрят. Маргарита без трусов. Это куда кидаешь? Яичник Это- плохой. А, яичник они еще, может быть, ее уберут. Все, короче, доктор меня увозит. Это мне садиться надо. Что, раздеваться надо? Я вот это доктор. Мы уже тут вообще все подружились. Все, меня уже кидаем операция. Пожелайте мне удачи. Это для там, если вдруг не вернусь, гафуйте. Всем добрый день, друзья. Мы с Милешей в Дагестане, в Махачкале, приехали делать операцию. Как приехали, ее сразу же положили, сказали, в течение часа там сделают. А я снял гостиницу напротив. Гостиница называется Тархо. Как скажу, она очень бюджетная. То есть сутки стоит 2500. Но сколько платишь, такая и гостиница получается. Сейчас вам покажу обзор. Сразу же у нас получается этот зеркало, холодильник, шкаф и вот эта кровать. Окно, кондиционер есть. Ну, все старые. Вот здесь туалет, то есть сам унитаз и маленькая ванна. Унитаз, сразу говорю, неудобный, сидеть невозможно, потому что он притык к ванне, вот, шатается. Но есть шампуни какие-то там. Здесь очень тяжелый запах. Я не знаю, вот дышать тяжело. И завтра я, наверное, съеду. Лучше в другой отель поеду, потому что, ну, тяжело, очень тяжело. Я вот поспал час, до сих пор оклематься не могу. Я так дома не спал. Вот Махачкала. Так, приблизим. Получается, вот там получается море. Вот. А это там город. Видите, там на рейде эти танкера стоят, танкера или корабли, что-то. Кстати, друзья, у них очень дешевый такси здесь, я понять не могу почему. Вот так же Uber или там Яндекс, да? Вот я ехал сюда минут, наверное, не соврать, 30. И стоит это всего 190 рублей. У нас в городе, в Уфе, за такое расстояние и за такое время сдирает, ну, примерно рублей 800, 1000 может быть. Приехал я в городской пляж, народу мало, ну холодно. На той неделе, говорит, днем доходило до 20 градусов тепла. И вот последняя неделя, вот у них 3, 4, 5, 3 дня до этого, говорит, дождь шел сильный. Вот, народу нету никого. Сейчас вам покажу. Вот, то есть абсолютно пустынный пляж. Никого нету. Кафешки днем все пустые. Ураза же сейчас. Все держат здесь. Вот таксистом даже ехал. Вообще, говорит, вот даже рестораны, говорит, открываются только после 6 вечера. Вот. Здесь в Махачкале днем не работает ни одно кафе, ни один ресторан. Здесь, оказывается, все работает только после ифтара. То есть днем, если вы хотите покушать, нигде ничего нет. Абсолютно ничего. Вот ифтар у них сегодня 18:07 здесь.
Да? До него ничего, все закрыто. Мне пришлось поэтому съехать с отеля, снять квартиру рядом, прямо рядом квартиру снял за такую же сумму, даже квартира лучше, потому что что-то я могу еще готовить, а в отеле ничего невозможно приготовить. Вот так. Есть там выпечка, продают, но выпечку-то я не кушаю. Вот сейчас хожу, ищу, короче, где можно покушать. Блин, везде все закрыто. Все закрыто. Еще, друзья, я зашел в одно кафе, второе кафе. Все кафе забиты до 7-8 вечера. То есть все, оказывается, на ифтар ходят сюда, ну туда-сюда, все кафе. И нет мест. Сказали, приходить после 7 или даже ближе к 8, когда народ, говорит, рассосется. Да. Вот так. Меня уже привезли в операционную, скоро начнется операция. У меня самый красивый анестезиолог. Вот он, зеленоглазый красавчик. С ним ничего не страшно. Надеюсь, все будет хорошо. Уже все приготовили. 1,5 часа будет длиться. Вообще очень быстро. И сложность не зависит, да? Если толще, жира много. Нет, зависит от технически, от именно анатомии. Ага. Если жира много, значит тяжеловато, да? Ну, возможно, там и по наркозу бывают сложности, когда большой пациент, когда большой вес. Допустим, 160-170 это не сравнить с весом 100 килограмм. Вот. Ну, бывает и 200 килограмм. Вот. И технически хирургу бывает сложнее. Но бывает сложнее иногда и при маленьком весе хирурга тоже. Короче, когда вес больше, доктор, везде плохо. Понимаете? Это очень плохо для здоровья. Как ни крути. Вот закончили резекцию нашу на забеге. Вот у нас линия, что она выглядит, тоненькая прямо до основания. Это разоцированная часть. Все. Вот такая трубочка. Трубочку удаляем, вот ребич. Вот по диаметру у нас. Все. Гамид Абдулмеджидович, как все прошло? Включай. Вот так, друзья, арендовал я квартиру. Квартиры суточные. Там сколько? 200 вроде сутки. Однокомнатная. Ну, потому что хоть кушать можно было и готовить. Вот сейчас покажу вам. То есть, заходим. Кухня большая. Вот все есть. Главное, газ есть. Печка есть. Чайник есть. Холодильник есть. Этот есть. Как там, стиральная машина. И роллтон есть. Это потому что я кафе не нашел. Хоть кушать была охота, этот роллтон поел. Такой вид. Там горы. Вот. Вон там Илюша лежит. Он где красным светит. А вот здесь аквапарк прямо внизу. Коридор. И вот комната. То есть это получается зал такой. Диван, телевизор, Wi-Fi. Вот такая квартира. В Авито нашел. Позвонил быстренько, ответили, посмотрел, оплата только, все быстро-быстро. А, туалет не показал еще. Смотрите, даже этот джакузи вот здесь. Вот. Унитаз, все есть, фен, все есть. Все шампуни, эти полностью все есть, этот гель для душа. Роллтон поел, более-менее стало. 7-8, очередная попытка будет куда-нибудь попасть, покушать. Покажу вам, что я буду кушать. У нас вторая попытка попасть в кафе шашлычную. Так, ифтар прошел где-то час назад. Там мест не было. Я записался в 19:00. Запись за сутки только. Мне рассказывали таксисты, прохожие, что это самая, говорит, вкусная шашлычная, которая есть в Махачкале. Майрат или Майорат она называется. Она сеть. Их тут 3 или 4 штуки. Шашлык я очень сильно люблю, потому что я сильно люблю готовить. Кстати, мне больше удовольствия
доставлять готовку, а не сама процесс употребления. Вот сейчас попробуем уже без готовки. Будем употреблять только. Скоро дойдем. И я оценю их шашлычные. Месяц Рамазан не продают алкоголь. Нигде не найдете. Где как магазин продают пиво, там, допустим, они прикрыты уже все. То есть, вот зашел магнит, я же рассказывал, что сетевых здесь практически нет. Магнит есть на пол Махачкалы один, да. И там вообще обделанница спиртным. Смотрите, друзья, стены как обделали. Это обычный штакетник, старый штакетник. Вот вместо гвоздей даже, видите? И вот так красиво все оказывается. Вот видите, зал. Вот. Даже увеличу вам. Во. Смотрите, век живи, век учись. Смотрите, как красиво это все получается. Оказывается. Старый штакетник. Не строганный. Да, красиво. Это бараний шашлык, мякоть. И вот это, наверное, курдюк. Шикарный просто. Сейчас попробуем курдюк. Бараний сало получается, называется. Вот так получается вот эта печень, это курдюк. Интересно, но на любителя. Ну, мясо, мясо, да, как это все съесть, я не знаю. Мне, друзья, еще принесли вот такой хлеб, только из пищи. Слоеный вот такой, вообще вкусный. И подают с йогуртом. И вот это мясо я не смог доесть, смотрите. Было 5 штук или 6. 3 я съел, и вот это у вас тоже 3. Попрошу, чтобы с собой сейчас паковали. Очень вкусно было. Да, я рекомендую этот ресторан. Кафе, ресторан, как называется, я не знаю.